шагали полземли, святотечность приближали к отцове. На красные машины водружены красные знамена Победы, а из СГУ, сигнальной громкоговорящей установки, доносятся песни военных лет к автопробегу в преддверии Дня пожарной охраны, посвященному 80-летию разгрома фашистской Германии. Сотрудники МЧС России и Общественной палаты Ингушетии подготовились основательно. Автопробег, посвященный 80-летию Великой Победы, не может обойтись без автомобиля «Победа». Он возглавит колонну, а следом поедут машины огнеборцев и спасателей. Данный автопробег будет проходить по местам воинской славы, расположенной на территории Республики Ингушетия. На каждой точке нас будут встречать представители администрации, представители юнармии. Будет проводиться возложение цветов. Юнармейцы будут читать стихи о победе в целях воспитания патриотизма в подрастающем поколении. Ветеран пожарной охраны Абукар Таршхоев отдал службе и защите людей и имущества от огня около 20 лет. Участвовать в автопробеге огнеборцев, спасателей и общественников считает своим долгом, как и возможностью делиться своим профессиональным опытом с молодым поколением Тушил. Абукар Джабраилович пришел на службу в пожарную охрану, когда она еще была в составе милиции, кладезь знаний и опыта для молодых огнеборцев. Когда я пришел в пожарную охрану, еще в то время, когда действительно у нас восстановление республики по новой, и все нужно было как бы не то, что начинать с нуля, как-то, скажем, даже с минуса. И в это время пришлось нам служить, и действительно по отношению сейчас это было очень тяжелое время. В ходе автопробега соблюдать скоростной режим, дистанцию и все правила дорожного движения. К автопробегу приступить. Этот день победы, порохом трава, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. Первой точкой, где остановится автоколонна, станет мемориал памяти и славы на Закорском административном округе Назрани. Здесь участникам автопробега предстоит возложить цветы к вечному огню. Это будет дань уважения тех, кто сегодня дал нам возможность жить, творить и развиваться дальше. На мемориале памяти и славы участников автопробега встречают дети, юнармейцы и воспитанники Горского кадетского корпуса. Очень важно, чтобы о подвиге народа нашей страны знало и помнило его молодое поколение. Дальше автоколонна выдвинулась к памятнику защитникам Отечества в Нестеровском. Это совсем новое архитектурное историческое сооружение. Его установка еще не завершена до конца. Опеку над памятником взяли на себя студенты колледжа, будущие архитекторы. Ветеранами военных боевых действий в 2024 году был заложен камень под основание памятника, который у нас называется «Памятник защитникам Отечества». Теперь перед нами стоит первая часть нашей композиции памятника. До 9 мая, до 80-летия Победы памятник будет завершен. Автопробег ко Дню Победы как тоненькая нить, которая связывает прошлое и настоящее, ветеранов самой кровопролитной войны в мире и современное общество России. Все-таки мы знаем, что с каждым днем очевидцев Великой Отечественной Победы остается все меньше и меньше. И если мы забудем, кто дал нам вот это мирное небо, сегодня ребята, которые стоят на защите целостности России, СВО, нас не поймут. Именно большие патриоты, которые знали, какой ценой достался нам мир, сегодня защищает целостность России. Нельзя забывать о том, что много ингушских летчиков, танкистов, также военнослужащих отдали жизнь за свободу всей страны. Автопробег пожарных, спасателей и общественников Ингушетии охватил многие населенные пункты республики. Это небольшое напоминание о том, сколько жизней наших соотечественников было отдано за то, чтобы мы сейчас могли жить. И это нужно не мертвым, это нужно живым. Анастасия Шишина, Султан Бугучев, Магаз 24.